Из цикла телевизионного журнала «Лесоводство». Леса над Оксаем. Лес – это сердце духовного мира и главное его пространство. Аштский район – административный район в Сагдийской области Республики Таджикистан. Районный центр – поселок городского типа Шайдан, расположенный в 107 километрах северо-восточнее от города Худжанд. Является самым северным районом Таджикистана. Территория Аштского района составляет 2785,5 квадратных километра. Аштский район расположен в Ферганской долине. На севере, северо-западе, востоке и юго-востоке граничит с Ташкентской, Наманганской и Ферганской областями Узбекистана. На юге и юго-западе с Гафуровским и Канибадамским районами Сагдийской области Таджикистана. Население, по оценке на 1 января 2015 года, составляло 151 600 человек, в том числе в поселке Шайдан 15 300 человек. Самыми крупными населенными пунктами по численности населения являются Шайдон, Орион, Ошоба, Понгос и Ашт. В состав Аштского района входят один поселок городского типа Шайдан и 9 джамуатов. Расстояние от Ашта до Худжанда – 117 километров, до Душанбе – 439 километров. Здесь действуют 9 промышленных предприятий, 417 сельскохозяйственных ферм, включая дихканские хозяйства. Население в основном занимается сельским хозяйством. В районе есть предприятие по переработке фруктов «Зардулу», которое занимается переработкой сушеных и свежих фруктов. Аштский район гордится своими абрикосами. Недаром его называют абрикосовой рощей. Почти 70% абрикосовых рощ мира расположены именно в Аште. Кроме абрикосов, тут также выращивают другие плодовые и лесные культуры. В Аште родились поэт Адина Мухаммад Мадан и актер Махмуджон Вахидов. Во время пребывания в Аште не забудьте посетить исторический мавзолей Адина Мухаммада Мадани Пангози, памятник 18-19 веков. А также усыпальницу Нурулло Хувайдулоева, первого генерального прокурора Таджикистана, именем которого названо лесное хозяйство Ашта и другие исторические места этого уголка Таджикистана. История Ашта такова, что он вошел в Ленинабадскую область в 1939-1962 годах, которая была переименована в Сагдийскую область в 2000 году. Но наш фильм рассказывает о лесной отрасли Ашта и ее красоте. Лесное хозяйство считается одним из важнейших отраслей Республики Таджикистан. Лесной массив в народном хозяйстве играет очень важную роль. Лес дает жителям республики орехи, ягоды, древесину,
а также очищает окружающую среду от парникового газа. Уменьшают природу. Планета, на которой мы живем, очень красивая, но лесной массив делает ее еще красивее. Для этого Агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан ежегодно проводит мероприятия по лесовозобновлению и лесовосстановлению на территории более 3000 гектаров путем посадки саженцев и посева семян для сохранения биоразнообразия. Цель – оставить будущему поколению хотя бы тот лес, который мы имеем в настоящее время. Растительный мир Республики Таджикистан очень многообразен. В нем растут более 5000 растений. Из них 268 видов составляют древесно-кустарниковые растения. В лесах Таджикистана имеется более 40 видов орехов, плодовых деревьев и кустарниковых. Изучено более 200 видов лекарственных растений и более 90 видов используются в народной и медицинской отрасли. Природа Таджикистана очень красива и является уголком рая. Защищать, охранять и приумножать такую красоту возложено на работников лесного хозяйства, которых более 4500 тысяч человек. Красота природы, которую вы видите, это и есть богатство лесного хозяйства имени Нурулло Хувайдуллоева Ашского района. Для восстановления нашего леса в этом году было посажено более 3000 древесно-кустарниковых пород, такие как арча, ива, тополь, джигда, шиповник, алыча и другие. Наше лесное хозяйство расположено на Шелковом пути, поэтому у нас в планах построить турбазу и дом отдыха для туристов и попутчиков. Наш Ашский лесной массив – один из райских уголков Большой Азии, а фауна нашего лесного хозяйства тоже очень богата. Здесь обитают снежный барс, рысь, сурок, кабан, сибирский козерог, беркут, тибетский улар и многие-многие другие. Территория Ашского лесного хозяйства имени Нурулло Хувайдуллоева считается одной из чистейших экологических зон в Азии, потому что на протяжении 500 километров вокруг нее нет ни одного промышленного предприятия. Климат Ашта среднеконтинентальный. Здесь встречаются соленые пустыни. Думаешь, попал в Африку. Через некоторое время перед вашими глазами открывается райский сад. Спустя некоторое время вас окружают высокие горы с арчевыми и смешанными лесами, Надок-Сая и, конечно, естественные реки и озера. Поэтому этот край считается компактным лесным хозяйством. Руководство этого лесного хозяйства всегда проводит разъяснительные работы среди местного населения и во время совещания решают проблемы,
и планируют перспективы дальнейшего развития, и всегда стоят на страже сохранения неповторимой красоты природы, защиты фауны и флоры местности. При лесном хозяйстве действует лесной питомник, где выращивают саженцы различных видов деревьев и кустарников. Для восстановления леса мы каждый год проводим лесовосстановительные работы. В этом году провели посадку леса на площади более 40 гектаров. Посадили джигда, шиповник, арчу, березу, барбарис и другие виды растений. А на пустынной площади для уменьшения деградации почвы от ветровой эрозии, песчаной пыли провели посадку саксаула и карагача. Восстановили лесные полосы. Наша задача заключается в том, чтобы в горах Курама восстановить березовую рощу и сделать нашу родную землю еще зеленее и красивее. Пчеловодство – это еще одно из направлений и достижения каждого лесного хозяйства Таджикистана. В лесном хозяйстве имени Нурулло Хувайдуллоева Ашского района имеются свои профессиональные пчеловоды, которые каждый год собирают хороший, высококачественный натуральный мед. При лесном хозяйстве имени Нурулло Хувайдуллоева трудится на благо защиты дикой природы более 31 человека. Они – профессионалы своего дела и знают о своей профессии все. Кроме того, лесное хозяйство имеет свое подсобное хозяйство, где выращивают домашних животных, которые приносят хорошую прибыль для развития лесного хозяйства, при этом уменьшая расход государственного бюджета. Дикая природа – экологический термин для обозначения природы в естественном состоянии, не нарушенной хозяйственной деятельностью человека. Нетронутые участки природы, ими в большой степени управляют люди, которые поддерживают местное биоразнообразие, экосистемные процессы и неживой природы. На этих участках дикая природа воспроизводится естественным образом, поддерживая саморегуляции за счет внутренних процессов и пустынной зоны района. Может в какой-то степени выступать в качестве культурного ландшафта. Кто побывал в Ашском лесном массиве или просто ходил по этому горному району Таджикистана, никогда не сможет обойти или не заметить древние обычаи, культуру и гостеприимство местного населения и уважение заметно на глазах в сердце каждого жителя этого удивительного края Таджикистана.